Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Веруем и надеемся, что это пророчество истинно. Ведь сам Серафим Саровский пророчество, что будет у нас царь. Да, вспомним и пророчество Феофана Быстрова, архиепископа Полтавского. Вот, он говорит, что не от себя говорю, а то, что мне сказали духоносные, богоносные старцы, что будет у России царь из рода Романовых, и будет он железной волей, гениального ума и пламенной веры. В первую очередь он наведет порядок в Церкви Христовой. Всех еретичествующих, теплохладных архиереев уберет, оставить двух, от силы 3. Это вы можете проверить. Эти пророчества, они опубликованы во многих книгах. Да, и будет страшным врагам нашим. И поставит новых архиереев, да, сохранивших себя в чистоте и верности Богу. Так что мы живем упованием, если доживем на этого царя. И я уверен, он будет. Будет. А то некоторые высказывают сомнения, что пророчество может и не исполниться. Нет, исполнится. Да, батюшка Серафим просто так ничего не говорит. Он говорит, я от себя ничего не говорю, а то, что мне внушает Дух Святой. Были пророчества многих старцев о том, что Русь после всяких испытаний воскреснет и будет царь православный, который удержит нашу страну от зла. Отрок Вячеслав тоже говорит о том, что будет, он не называет его царем, говорит правитель, который будет так следовать воле Божией и много зла искоренит в стране нашей. Но, как и предсказания старцев, так и предсказания Славика, они все-таки имеют какую-то, как бы сказать, вероятность. Почему? Потому что воля Божия, она направлена всегда на спасение нас. Но она зависит от нашей воли. Мы все будем каяться, все пойдет лучшим образом. Меньше бедствий, больше будет все хорошее, будет правитель, и будет Русь крепкая. Но если мы все будем так бурно и быстро отступать от Бога, то в таком обществе, в котором нет никакого понятия об иерархии, о послушании, о дисциплине, то и царь не поможет. Кем он будет править? Его никто слушать не будет. Но, по-видимому, я так думаю, хотя и не пророк, и не предсказатель, что общий закон такой, что раз мы вот так вот катимся все поголовно в грехе, ведь сейчас православие все больше какой-то становится внешней атрибутикой. А вот по сути мало людей таких, которые искренне любят Бога, то свернуть с этого пути выгода, стяжательства и все прочее, добровольно люди не свернут. Значит, Господь, видимо, остановит нас какими-то бедствиями. Уж когда и какие, это один Господь знает. И вот, когда эти бедствия свалятся на нас, вот уже в трудную минуту, тогда люди начнут задумываться всерьез о Боге. Уже, если уж любят Бога, так будут идти и жертвуя жизнью, и всем ради Господа. И вот тогда в этих вот суровых испытаниях что-то возможно. Тогда, возможно, и страна воспрянет, и царь будет, и все будет как нужно. Ну, а на пути к этому, к нашему возрождению, я считаю, как-то у нас вот неправильное отношение к царю, нашему отвергнутому нами, к императору Николаю II. И прославление его шло как-то с каким-то сопротивлением. Но было какое-то еще такое народное устремление, как-то какой-то энтузиазм был.
Но странное дело, после прославления наступила какая-то вот пауза. То есть он числится у нас в лике святых, но не очень почитаемых. Так, какой-то рядовой святой и как бы и не очень важный для нас. А ведь если мы посмотрим на историю, вот князь Даниил Московский, он был благочестивым, угодившим Богу, но когда умер, то даже его могилу забыли со временем. И его бы и не прославили, если бы он сам не напомнил, когда он одному монаху явился во сне и сказал: скажи моим родственникам, что негоже, что вот моя могила в небрежении, пусть они, значит, позаботятся. И когда этот монах спросил: а кто ты? То князь Даниил ответил: я хозяин здешних мест. То есть, как он был князем великим московским, так и после смерти он остался хозяином. Также и император российский, он помазанник Божий, а таинство Божие не имеет обратной силы. Можно покрестить, но нельзя раскрестить. Можно помазать на царство, а обратного таинства нет. И поэтому он как был правителем верховным России, духовным стержнем, удерживающим Антихриста, так он им и остался. И даже после отречения, и после смерти это все осталось. Остался только грех народа русского за то, что мы попустили его убиение. И второй сейчас наш недостаток как бы всеобщий, что мы мало ему молимся, потому что он из всех русских святых, я так считаю, самый великий святой, обладающий самой большой властью помочь нам выйти из этого безвремения и из этих бедствий. Русский народ, он очень... Это народ, богоизбранный народ. Это народ, который принял избранничество свое, который является носителем православия. И у нас в церкви, слава Богу, все должно решаться соборно. И народ является неотъемлемой частью всех решений наших церковных. Поэтому, конечно, все решения церковные должны приниматься соборно. На соборе должны решаться все важные вопросы нашей церкви. Вот. И поэтому я думаю, что если народ почитает таких святых угодников Божиих, как я, повторяю еще раз, я говорю о самых оклеветанных, о самых уничиженных, это как Ивана Грозного народ почитает, как народ, весь народ, вот поговори со многими людьми, и многие люди, особенно духовные люди, особенно старцы, вот даже, вот, они все говорят, что Григорий Распутин – это великомученик, что царственные мученики не страстотерпцы, а чуть ли это великомученики. Говорят мученики, я, например, считаю, что это великомученики. Потому что я, например, считаю, что Иоанн Грозный – это святой нашей церкви. Вот. А если человек претерпел такие унижения, такую клевету при своей жизни, и после своей жизни терпит, то он, я думаю, уже может причислен быть к мученику. Потому что клевета, она очень ранит сердце всякого человека. Говорят, словом можно причинить больше вреда человеку, чем убив его тело. Поэтому все оклеветанные люди, они, конечно, испытывают духовное страдание. И это тоже является как бы актом мученичества. А царственные мученики – это великомученики. Вот, это замученные, убиенные ритуально святые наши. И вот сейчас проходят годы, слава Богу, уже появляются книги, где пишут противоположное тому, что мы слышали на протяжении многих лет. Вот. И я думаю, что еще дальше, по мере духовного воскрешения Руси и нашего становления в вере, вот, я думаю, что чем дальше мы будем, чем ближе мы будем приближаться к Богу, тем все более явственнее проявляться святость этих угодников Божьих. Пока мы не принесем всенародного покаяния, я думаю, милости от Бога нам все-таки не видать. Вот. А мы должны покаяться. И это должно покаяние быть всего народа. Потому что если мы давали клятву на верность Романову, и мы ее нарушили, теперь мы должны, значит, принести покаяние всем своим народам на то, что мы совершили. Грех богоотступничества. А потом, почему богоотступничество, я могу сказать, потому что царь – это помазанник Божий. В нем почивал Дух Святой. Если мы отвергли своего царя, я думаю, мы как-то в мистическом смысле мы отвергли Христа Спасителя. Вот. И царь принес себя, я считаю, в жертву. Это не была, допустим, искупительная жертва, которую принес Христос за всех людей. Но это была жертва за грехи своего народа.
Святой Серафим Саровский предсказал не только падение царской власти, но и момент ее восстановления и воскрешения России. Но когда земля русская разделится, и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за государя и Отечество и Святую Церковь, а государя и всю царскую фамилию сохранит Господь невидимую десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за Него, за Церковь и за благо нераздельности земли русской. Но не столько и тут крови прольется, сколько когда правая за государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников и предаст их в руки правосудия. Тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят. И вот тут-то еще более прежнего крови прольется. Но эта кровь будет последняя, очистительная кровь. Ибо после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет помазанного Своего Давида, раба Своего, мужа по сердцу Своему. Но надежда у христиан, Славочка сказал, есть, потому что появится настоящий правитель. И Славочка сказал, что его увидят по телевидению. Он по телевидению расскажет всю правду, что делали с Россией во все времена. Именно правду. А христиане, которые не предали Господа, я не спросила Славочку, каким образом он их будет собирать. Но Славочка сказал, он всех со всей России, отовсюду, всех своих соберет к себе.